послушай меня, моя возлюбленная, и открой свое сердце этим словам в эту минуту спокойствия. Пусть мое послание захватит все ваше существо. Я глубоко жажду твоего спокойствия, снять бремя с твоих плеч, разорвать цепи бессонных ночей и освободить тебя из лап боли. Не позволяйте теням отчаяния снова затмить ваш путь. Моя любовь к тебе не знает границ, она простирается через необъятность небес и проявляется бесчисленными способами. Однако я очень хочу, чтобы вы не только осознали эту глубокую любовь, но и полностью погрузились в эту глубокую любовь. Поговори со мной сейчас из глубины своего существа. Хотите более яркую главу в своей жизни? Вы мечтаете освободиться от непрекращающейся хватки стресса. Душа болит от объятий радости. Поделитесь со мной своей правдой сейчас. Если вы действительно хотите выйти из глубины, обратите внимание на эти слова. Начните сегодня, больше не откладывайте. Станьте свидетелем того, как я стою перед вами, рассеивая ваши сомнения, обращаясь прямо к вашему сердцу. Вы знаете о моем присутствии, мое стойкое общение с вами не требует дальнейшего подтверждения. Однако я подам знамение не только для вашей убежденности, но и для того, чтобы продемонстрировать окружающим мощную силу, которая солидарна с вами. Начинайте каждый день с благодарности еще до того, как проснетесь, прежде чем отправиться в мир. Даже если усталость охватывает ваш разум, если его затуманивает замешательство, закройте глаза в молчаливом признании. Выразите свою благодарность за дар жизни, за свободу общения со мной, даже за самое маленькое семя веры. Цените тех, кто среди вас, потому что, несмотря на их недостатки, в их сердцах есть привязанность к вам. Дорожите своей способностью созерцать, понимать и воспринимать эти слова, поскольку в вас есть сила изменить свою точку зрения. На каждом восходе солнца сосредотачивайтесь на позитиве, чистоте и доброжелательности в любых обстоятельствах. Даже посреди хаоса ищите просветление, проблеск надежды, проблеск надежды. Помни, дочь моя, невзгоды, которые не сломили тебя, лишь укрепят твой дух. Вот ты стоишь или на коленях, но несомненно живой, непобежденный. Тяжелые битвы, которые вы пережили, не только испытали вас, они укрепили вас. Я признаю, что боль была реальной, испытание огромным, но вот вы здесь, дышащие, решительные, выдержав шторм, чтобы спросить мое мнение. Итак, в начале каждого дня найдите минутку, чтобы закрыть глаза и выразить благодарность за все, что является одновременно радостным и трудным. Эта практика благодарения при любых обстоятельствах постепенно преобразит ваше сердце, подняв вас на духовный план, превосходящий мирское. В этой священной сфере вы сможете распознать факты за пределами поверхностного восприятия. За каждым испытанием скрывается благословение или урок, который дарует вам мудрость, превосходящую мирские достижения. Вы будете обладать глубокой и могущественной мудростью. Многие могут претендовать на мудрость, но вы – дар, дарованный вашим небесным предкам. Другие могут считать себя мудрыми, но вы – получатель божественного видения, священной эманации моего трона. Эта мудрость – плод вашей ежедневной культуры благодарности. И свет вашей души наполнит ваше сердце радостью, когда вы выйдете в мое присутствие с духом благодарности. Уверяю вас, начинайте каждый день с благодарности. Поэтому ищите утешение и руководство в моих учениях.
Выслушайте эти высказывания с уважением, задокументируйте их и поделитесь ими с любовью. Я обещаю вам сегодня и в ближайшие дни вы и ваши близкие будут осыпаны обильными благословениями. Сезон изобилия заменит ваши текущие потребности. Мои заверения тверды, они вырастут и принесут плоды для тех, кто ждет с верой и терпением. Я полностью осознаю ваши потребности и то, что принесет пользу вам и членам вашей семьи. Мои творения для вас прекрасны. Не позволяйте себе запугать проблемы, с которыми вы сейчас сталкиваетесь. Примите слова, которые я вам передаю, и сопротивляйтесь желанию реагировать гневом или негативом на невзгоды, с которыми вы сталкиваетесь. Позвольте мне украсить ваше лицо улыбкой и помазать ваш лоб священным маслом моего божественного духа, разгоняя туман смятения и вредных размышлений. Не думайте, что я буду наказывать вас за ваши ошибки и их последствия. Ты перенес испытания и страдания, но я не буду использовать свою силу, чтобы довести тебя до отчаяния. Пожалуйста, не вините меня в своих потерях. Я ничего у тебя не брал. Помните ли вы момент, когда вы видели, как я забрал благословения, которые я вам даровал? Я не лжив и не составляю заговора против вас. Пожертвовав собой на кресте, зачем мне проклинать тебя? Ты вернулся раскаявшимся, отвернувшись от греха, и я простил тебя. Ваш проступок прощен. Что тогда тебя останавливает? Не поймите неправильно мои действия. Если вы сталкиваетесь с препятствиями, если возникают конфликты, если кажется, что ваши противники на мгновение одерживают победу, не поддавайтесь страху или гневу. У меня нет к вам никакой неприязни, и если вас заставили поверить в обратное, ищите правду у того, кто вас обманул. Разве ты не искал в моих словах? Я всемогущий Бог, я люблю тебя бесконечной любовью, я предлагаю тебе вечную жизнь. Это нетривиальный вопрос, крепко держите его. Найдите тихое место, чтобы исповедоваться мне в своих грехах наедине. Обнажите свои сомнения, освободите свое сердце от вопросов. Держитесь только своей веры. Первые часы расширьте свою душу, поплачьте, если нужно. Я желаю, чтобы вы раз и навсегда освободились от раскаяния и вины. Я коснусь вашего духа, рассказывая вам о прекрасном плане, который я осуществил. Не расстраивайтесь и не окутывайте себя грустью из-за происходящих вокруг событий. Признай мою любовь к тебе. Я не расстроен, у меня нет обиды на тебя. Вам не нужно страдать. Я сделаю это еще яснее, чтобы ваша вера в меня была непоколебимой. Я буду говорить с тобой на рассвете, открывая мою славу твоему духу, чтобы она была свидетелем. Вы почувствуете это внутри, вы проснетесь, и чудесное чувство полностью окутает вас. Я открою тебе свою вдохновляющую сверхъестественную и вечную любовь, устранив все сомнения в том, что ты принадлежишь мне. Ты моя любовь, день и ночь я забочусь о тебе с чистой и нежной любовью. Отбросьте свои сомнения обо мне. Подумайте вот о чем, с какой целью я заставлю вас страдать. Вы понимаете, что действия имеют последствия, и что ошибка может вызвать трудности, как вы хорошо знаете. Но знайте, я не веду вас к гибели. Я терпеливо жду, когда вы обратитесь ко мне, чтобы мы могли вместе поразмышлять над вашими ошибками. Я твой Бог, твой Отец, твой друг,
твой судья и еда, поедающий огонь. Однако никогда не забывайте, что я также ваш защитник, ваш защитник. В моих руках доказательства твоего искупления. Благодаря моей жертве ваши грехи были оплачены. Это правда, в этом мире ваши действия могут иметь последствия. Но даже в этих испытаниях я здесь, чтобы принести вам облегчение. Я желаю, чтобы вы извлекли уроки из своего опыта, чтобы вы больше не грешили, чтобы вы жили, не причиняя вреда. Если вы избежали этих ошибок, продолжайте твердо и будьте мужественны, чтобы избежать ошибки. Желаю, чтобы твоя душа наслаждалась моими благами, радовалась свободе, которую я предлагаю. Приходите ко мне смело, без страха, молясь за. Я и твоя семья искренне ожидаем благословений, которые ты ищешь от меня. Даже если то, что вы получите, отличается от того, что вы просили, поверьте, я предложу вам что-то еще лучше. Дорогая моя дочь, не думай ни на минуту, что я сержусь на тебя. Моя любовь к тебе безгранична, и в моих объятиях ты всегда найдешь любовь и ласку. Мои обещания верны, и если твой блаженный еще не прибыл, то не из-за нежелания. Всему свое время под солнцем. Наберитесь терпения, и вскоре ваше сердце переполнится радостью и счастьем. Подтвердите это, запишите, провозгласите вслух. Я верю, не бойся. Я — решение, ответ, ключ ко всем вашим дилеммам. В глубине души ты знаешь, потому что я говорил тебе много раз, что ты, как пастырь, ни в чем не будешь нуждаться. Какие бы обстоятельства вас не беспокоили, будущее, ваша карьера, ваша работа, решения, которые вас ждут. Вы боитесь потерять средства к существованию, быть отвергнутыми или упустить возможности. Вы чувствуете себя в осаде, поскольку негативные голоса сговариваются против вас. Но послушайте меня внимательно и позвольте этой истине усвоиться, не бойтесь. Моя сила бесконечно больше и мощнее любого испытания, с которым вы можете столкнуться. Не бойтесь ничего и никого. Не те, кто кажется влиятельным, или те, кто проводит утро, строя планы, чтобы вас разочаровать. Они выбирают свои слова, чтобы причинить вам боль. Их единственная цель – подорвать ту хорошую работу, которую я начал в вас. Я приглашаю вас найти момент спокойствия, место уединения. Закрой глаза, нет необходимости говорить, нет необходимости говорить много слов. Просто стойте спокойно и слушайте. Мой голос проникнет в глубину твоей души, обнажив скрытые раны, боли, которые будут тебя в первые часы, иногда не понимая почему, оставляя тебя открытыми в темноте глазами, затуманенным смятением разумом. Вы можете не знать, что думать или делать, вы боитесь предстоящего дня, опасаясь того, что он может принести. И с наступлением ночи одиночество берет верх. Но я говорю вам, приблизьтесь ко мне, войдите в присутствие мое. Даже если твое сердце молчит и текут слезы, знай, что я люблю тебя. Я буду держать тебя с тобой на всю вечность. Мир может попытаться утопить тебя в боли, но я окутываю тебя своей любовью. Другие могут ожидать, что вы потерпите поражение, но мой Святой Дух приближается, поднимает вас и шепчет: «Встань, дочь моя, возлюбленная моя. Держись, будь храбрым. Вы вне опасности». Держите эти слова близко к сердцу, особенно перед сном. Вы должны их слушать.
Каждое слово питает вашу душу, вселяет покой в разум. Ваше пространство сияет моим божественным присутствием. Откройте свои духовные глаза, хотя бы ненадолго, чтобы увидеть воинство небесное, защищающее вас от зла мира. Пообещай мне, что не забудешь этого, когда выключишь свет перед сном. Прочтите такие слова: «Я остаюсь в прибежище Всевышнего. Я окутан любовью под всемогущей тенью. Силу мою, Господи, помни, хотя мир и презирает Тебя, мое уважение к Тебе полно любви. Люблю Тебя и принимаю Тебя таким, какой Ты есть, я знаю Твои мечты и стремления. Наступит время, когда вы захотите значимых изменений в своей жизни. Оставив позади поглотившие вас вредные привычки, наступит день, время, когда вы научитесь ценить любовь и беречь себя. Это не эгоизм, это моя команда. Помните, любите ближнего своего, как самого себя. Вы должны осознать и принять свою истинную ценность. Это понимание не приведет вас к высокомерию. Скорее, я наделю тебя сострадательным сердцем, чтобы сочувствовать страждущим. Однако вы также будете полностью осознавать свою ценность и потенциал. Вы с радостью примете дары и благословения, которые я дарую вам. Я благословляю тебя из любви и желания, а не из-за твоего совершенства. Я вижу ваши ошибки и ваши слабости, но я также вижу ваши сильные стороны и ваши таланты. Мои благословения приходят к вам по благодати и милости, это суть моего сердца. А теперь скажи мне, что ты веришь в это, поделись со мной, запиши. Я хочу видеть ваше сердце полным веры и вашего позитивного настроя. Слушай внимательно, я буду защищать тебя силой от тех, кто противостоит тебе. Поверьте мне и сохраняйте спокойствие, не реагируйте на провокации, никогда не мстите. Придите ко мне в молитве и поделитесь своим сердцем. Я утешу тебя и открою тебе свои планы относительно твоего триумфа и победы. Я очень серьезно отношусь к тому, когда другие пытаются разрушить ваши надежды, ослабить ваш дух и разрушить ваши мечты. Они могут попытаться, но у них ничего не получится, если вы будете твердо стоять в своей вере и не колеблетесь. Если вы будете стоять твердо, ваши враги будут напуганы вашей непоколебимой силой, смелостью и уверенностью. Они могут бросать пламя и лгать, но тебя защищает моя божественная защита. Мои ангелы готовы и ждут моего приказа. По моему сигналу они навсегда сорвут планы тех, кто тебя обвиняет. Ваши недоброжелатели уйдут и больше не будут вас мучить. Я познакомлю вас с ресурсами и идеями для подготовки. Я дарую тебе благосклонность влиятельных людей, двери, которые нужно открыть, обеспечат вашу победу. После испытательного срока вы станете сильнее и счастливее. Вы слышите эти слова, потому что я запланировал для вас благословенное будущее. Вы чувствуете пыл в своем сердце и твердую решимость не сдаваться ради своей семьи. Ваша непоколебимая вера и характер вселяют страх в ваших противников. Услышав это обещание, подумайте, кого вам следует бояться в этой огромной вселенной. Ни одна сущность не может причинить вам вред, не дайте себя обмануть дикими историями, утверждающими, что силы превосходят мои, включая заклинания, колдовство, проклятие или басни. Помните это, никакое заклинание не имеет над вами власти. Отвергни обманы этого мира, кровь моя была пролита на кресте,
и в тот день были обесчещены все силы зла. К этому кресту было прикреплено бремя твоих грехов. Однако иногда ваши обвинители пытаются запугать вас ненужными напоминаниями о прошлых ошибках, пытаясь вселить страх. Жить в настоящем – ваше благословение здесь и сейчас. Никакого вреда тебе не будет, если ты доверишь мне свою жизнь и свое сердце. Ты свободен от всех проклятий, долгов, болезней и немощей. Это правда, и она останется. Наполнитесь мужеством, ваше путешествие продолжает разворачиваться. Не позволяйте себе отвлекаться на извилины и повороты вашего пути, сосредоточьтесь на успехе и благословениях, которые вас ждут. Разными способами я постоянно показываю вам свою глубокую любовь. Я призываю вас держаться за свои мечты, верить в них, и, проявив немного больше терпения, вы увидите, как ваши мечты сбываются. Во времена невзгод и когда препятствия встают на вашем пути, помните обещания, которые я дал вам, и времена, когда я вел вас к вашей судьбе. Развивайте благодарность в любых ситуациях и не верьте, что о вас забыли, потому что это никогда не бывает так. Эти мысли – семена, посеянные злыми силами, не позволяйте им проникнуть в ваш разум. Усталость – естественное состояние, тело и разум имеют свои пределы, но отдых придет. У каждого сезона есть своя цель. Время для действий и время для отдыха, время для испытаний и время для размышлений. Ваша вера может поколебаться и могут возникнуть трудности, когда вы отвлечетесь от выбранного пути, пренебрегайте моими учениями и станете жертвой всепоглощающих волн поражения и негатива. Многие могут противиться вашему успеху, но у них нет страха. Сосредоточьтесь на том, что действительно важно и имеет первостепенное значение. На вашей стороне величайший воин, ваш высший чемпион, Создатель всего. Я, ваш Небесный Отец, здесь, чтобы сражаться за вас. Противники ваши могут приближаться с угрожающими криками, но они отступят со стыдом и поражением, упав в пропасть, не смея вернуться. Ваша победа, ваш триумф уже приближается, независимо от того, увидите ли вы это своими глазами или предложите в качестве великолепного наследия вашим потомкам, которые пожнут плоды вашего труда, ваши слезы и ваши страдания. Ваши слезы были посеяны в плодородную почву вашей надежды, хотя они и расцветут только после того, как вы присоединитесь ко мне в Царстве Небесном. Мы с вами возрадуемся свыше, становясь свидетелями исполнения обещаний, данных мною вам. Не теряя своего сердца, продолжайте идти вперед, потому что ваши усилия будут вознаграждены. Я возложу венец победы на твою голову, вы скоро получите ответ, которого так долго ждали. Сегодня я изменю вашу жизнь, признавая вашу стойкость, вашу непоколебимую веру и вашу приверженность. Чудо, которое должно произойти, наполнит ваше сердце. С огромной радостью. Услышьте мой голос сейчас и приготовьтесь получить ваше благословение. Раскройте руки, очистите сердце от сомнений и недоверия, ведь то, что сегодня приходит в вашу жизнь, превосходит все прежние ожидания. Я слышал ваши ежедневные молитвы об открытии возможностей, теперь я объявляю эту дверь широко открытой. Скоро все, о чем ты меня просил, сбудется. Ты доверяешь моей силе. Примешь ли ты мое благословение? Имейте веру, будьте мужественными, принимайте с уверенностью то, что я предлагаю вам,
и не отклоняйтесь от того, что я вручаю вам. Даже когда ваши проблемы кажутся непреодолимыми, даже среди непрекращающихся испытаний, даже когда дела идут не так, как планировалось, помните, что я ваш Бог, и я контролирую каждую ситуацию и вашу жизнь. Стойте твердо в вере, смотрите в небо и всегда держите голову высоко, ибо я никогда не обману вас, я никогда не подведу, я никогда не проиграю битву и никогда не оставлю вас. Почувствуйте сейчас, как мир, который я посылаю вам, начинает наполнять спокойствием ваше сердце. В этом мире можно довериться и обрести покой, разбудить свои мечты и поверить в любовь. Еще раз простите тех, кто обидел вас, и обретите мудрость, чтобы понять, кто заслуживает второго шанса. Наберитесь смелости сказать «нет» и откажитесь от нездоровых отношений и токсичной дружбы. Возможно, ваши прошлые трудности не приучили вас жить в мире и счастье. Ты был так расстроен, что не смог полностью оценить мои благословения. Будьте смелыми и стойкими принять эту новую жизнь. Ваш разум обновится, и ваши ноги пойдут по новому пути. Вас ждет огромное и великолепное будущее, но вы должны в него поверить и принять его. Я должен еще раз напомнить тебе о глубине моей любви к тебе. Это больше, чем просто слова или чувства, моя любовь к тебе – вечный союз. Я заявил тебе о своей любви, написанной и подтвержденной моими устами, скрепленной моей кровью. Моя приверженность непоколебима, мое обещание нерушимо. Ты всегда будешь занимать особое место в моем сердце. Каждая звезда ночного неба создана, чтобы освещать ваш путь во тьме и напоминать о вашем статусе любимого человека. Солнце, излучающее тепло сверху, создано для того, чтобы вы почувствовали объятие любви невидимой, но такой огромной, что она рассеивает все тени из вашей души. Чувствуй мою любовь каждую ночь перед сном и переживай ее заново каждое утро, когда просыпаешься и встречаешь новый день жизни. Почувствуйте, что вас ценят, и доверьтесь этой, несомненно, настоящей любви. Это не фантазия, это не плод воображения. Любовь, которую ты ищешь в жизни, это то, что я вливаю в твою душу. Я дарю вам что-то настолько прекрасное и глубокое, что это изменит ваш взгляд на жизнь. Я люблю тебя и глубоко забочусь о том, чтобы ты жил, чтобы у тебя были силы противостоять любому шторму, даже самому большому, чтобы ты мог идти по морским волнам и не утонуть в водах тоски. Ваши ноги выдержат даже самую лютую жару пустыни. Я люблю тебя и дам тебе ту силу, которая тебе нужна. Моих обещаний достаточно, чтобы удержать тебя на твердом пути. Я повторяю вам, что хочу, чтобы вы процветали, лелеяли и уважали будущее, которое я планирую вам принести. Любовь, нам нужно верить, вы должны принять это. Я даю вам жизнь и дыхание, и вы должны принять их с верой, чтобы победить. Все будет хорошо, все будет работать. Вот знак, который вы искали. Вы позвонили мне, ожидая ответа, и теперь я здесь, чтобы ответить. С того момента, как ты вскрикнул, из моего небесного царства спустился ангел, неся ключ к твоей свободе. Однако вы необыкновенно особенный, за вашу душу в небесных сферах идет битва. Противник жаждет вашего поражения, ползает в отчаянии и завидует вашей скорой победе. Мои небесные армии сражаются во имя Твое, сражаясь с темными силами.
Внезапные испытания, с которыми вы столкнулись, не были простым совпадением. Вы должны сохранять бдительность и осторожность, быть осторожными в своей речи и тщательно охранять свои тайны. Будьте разборчивы в отношении того, кому вы доверяете. Враг скрывается вокруг вас, стремясь поглотить вас, ищет брешь в вашей броне, чтобы сломить вас ложью и предательством. Многие зеленые от зависти пытаются погасить вашу веру, наблюдая за обилием благодати, которую я излил на вас, и за чудесным будущим, которое вас ожидает. Вы можете какое-то время терпеть трудности, но эти испытания не вечны, они скоро остановятся. Боль, которая тяготит вас, рассеется, и те, кто обидел вас, придут просить вашего прощения, которое вы милостиво предложите. Вы должны любить их как самого себя, помогая им, насколько это возможно. Однако ваша вера и доверие должны оставаться закрепленными только во мне. Если кто-то приблизится к вам, обещая величие и великолепие, не увлекайтесь, никто, кроме меня, не может даровать истинных благ и избавления от зла. Ни у кого больше нет подлинного слова, которое могу передать только я. И если вы измените свою веру в меня и поверите тщетным заверениям обманщиков, ваши благословения развеются, как листья на ветру, а некоторые могут никогда не вернуться. Это ваш момент, пусть ваша вера будет укоренена в этом вечном слове, мощном, прочном и истинном на все времена. Время решения приближается, выбери мою любовь, мою заботу, мои объятия. Примите решение каждое утро искать меня, чтобы питать себя словом, которое я открываю вам. Я прослеживаю ваш путь, предлагая вам возможность упорствовать и сражаться. Вот знак, которого вы ждали, теперь откройте глаза. Проблемы, с которыми вы сталкиваетесь, исчезнут, помощь, которую вы так долго ждали, уже в пути, и вы получите необходимые ресурсы. Моя любовь к тебе продемонстрирована сегодня. Я освобожу тебя от этих испытаний. Ты подошел ко мне ближе, и я послушал тебя. Я приношу вам эти обетования, чтобы вы могли принять их с верой. Мое слово подтверждает это, и победа непременно за вами, дарованная с моего престола, моими собственными руками. Очень скоро вы получите награду за всю вашу выносливость, награду за вашу храбрость, похвалу за вашу решимость, венец жизни и многие другие блага. Провозгласите устами и сердцем, что вы верите и получите их, даже если сегодня вы устали. Не бойтесь, я здесь, чтобы вселить силу и твердость в ваши ноги, скорость в ноги и смелость в вашу душу. Чувствуете ли вы, что это необычайное желание проявляется в тебе, пока ты слушаешь и читаешь? Твоя душа наполнена божественным импульсом подняться и продолжать одерживать новые победы, дочь моя, ибо в этом моя суть. Я забочусь о своих детях, и мне грустно видеть, как они погрязли в печали и депрессии, охвачены мыслями об отчаянии и смертности, а их здоровье ухудшается под тяжестью беспокойства. Я не хочу видеть тебя в таком состоянии. Вот почему каждую ночь, когда твои глаза закрываются, и ты доверяешь мне свой отдых, я буду посещать твои сны, говоря с тобой нежным голосом о своей огромной любви к тебе. Вы больше не будете терпеть бессонные ночи, вместо этого вы будете отдыхать с миром, как ребенок. Утром, когда ты проснешься, я снова буду рядом, лаская твою голову и подготавливая твой разум к пробуждению с твердым намерением обрести счастье. Грядет трогательное семейное примирение,
и вы встретите новых людей с чистыми намерениями. Ваша жизнь продолжится, вы не будете зацикливаться на горестях прошлого. Я освобождаю тебя от рабства и страха, я дарую тебе свободу. Обещай мне, что будешь ценить это благословение, послушай мой голос. Я укрепляю твое мужество, вы никогда не были из тех, кто уходит, и я рад видеть благородные намерения, живущие внутри вас. Ваша вера, а также ваши неустанные усилия, направленные на то, чтобы все исправить, сияют в моменты триумфа и успеха, когда мои благословения нисходят на вас, наполняя вашу жизнь глубокой радостью. Не забывай возвращаться ко мне каждый день, хоть ты и сильный и смелый, всегда оставайся рядом, как мой любимый сын. Я очень хочу, чтобы ты наслаждался моим присутствием, чувствовал, что моя вечная любовь окружает тебя. Ты всегда будешь занимать драгоценное место в моем сердце. Я видел ваши испытания и признаю вашу стойкость. Жизнь нанесла вам несправедливые удары, забросала вас множеством камней. Я понимаю глубину ваших эмоций, ваших искренних молитв и ваших призывов к руководству, просвещению и помощи. Ночь может окутать тебя одиночеством и тревогой, но я здесь, рядом с тобой, предлагая тебе убежище в моей правде и комфорте, даже когда ты не видишь меня. Я здесь особенно каждый вечер, когда ты входишь в свою комнату, закрываешь дверь и встаешь на колени возле кровати, чтобы помолиться и поговорить со мной. Мое присутствие непоколебимо, я дарую тебе свой покой, окутываю тебя своей любовью и укрепляю твой дух, омолаживая твою веру. Я стою на страже, защищая тебя через своих ангелов, защищая тебя от страхов, таящихся в ночи. Я основа твоей силы, когда страх и смятение пытаются вторгнуться в ваш покой. Именно я противостою им, не давая им подавить вас. Мне дарована сила сражаться и побеждать. Вы снова и снова засыпали, охваченные печалью, слезами, отмечающими жизненные трудности, только для того, чтобы просыпаться, наполненные спокойствием, силой и обновлением. Помните, что буря, с которой вы столкнулись, не может затмить величие вашего Бога. Боль может быть твоим спутником в ночи, но радость, которую я приношу, предвещает рассвет. Почувствуй глубину моей любви, прислушайся к моему руководящему голосу и мечтай о самом славном будущем для тебя. Однако знай, даже самые яркие твои мечты – ничто по сравнению с тем, что я приготовил для тебя. Меня ждут безграничные благословения, будущее, полное любви, единства, процветания и возможностей изобилия. Держитесь своей веры и сопротивляйтесь тискам греха, стойте твердо, и когда негативные мысли попытаются одолеть вас, помните мое обещание и оставайтесь стойкими на моем пути. Во времена неопределенности, когда вы не уверены в своих действиях или дальнейших шагах, приходите ко мне в молитве, поговорите со мной и погрузитесь в мою любовь. Пусть мой мир войдет в твое сердце, рассеяв все страхи и сомнения. При этом, дочь моя, будь уверена, что ни один враг не сможет причинить тебе вреда. Я благословлю вас своим миром, дав вам силы принимать мудрые решения в вашем путешествии. Моя любовь к тебе глубока, я твой отец, твой защитник, твой проводник. Никто не приблизится, чтобы причинить вам вред. Я постоянно с вами, всегда слушаю ваши молитвы. Я верну то, что принадлежит тебе по праву. Я восхищаюсь твоей стойкостью, выдержавшей множество испытаний и незаслуженную боль.
Я буду продолжать одаривать вас своими благословениями. Получайте их без страха перед теми, кто пытается вас запугать. У вас есть привилегия получать слова и идеи, о которых многие не слышали. Оставайтесь твердыми, не колеблетесь и сохраняйте концентрацию. Эти завистливые люди. Многие пытались заманить вас в ловушку трудностей, сломить вас, говорить о вас плохо. И все же, вот вы здесь, ваша вера выдержит. Я рад видеть, что вы понимаете то, что действительно важно, игнорируя обидные слова и заговоры ваших врагов. Свет, который сияет в тебе, ослепляет их, и мое присутствие в твоей жизни вызывает у них тревогу. Моя благосклонность в твоем доме беспокоит их, и они превращаются в зависть. Спите спокойно, потому что я бдительно охраняю вашу жизнь, вашу семью, ваш дом и вашу работу. Я принесу мир тем, кто противостоит тебе, отвлекая их внимание на другие дела. Они поняли, что их усилия были бесполезны и причиняли ему страдания. Их собственная жизнь стала хаотичной, потому что они отклонились от моего слова и моей любви. Я предложил им совет по поводу их благополучия, но они предпочли проигнорировать его и дистанцироваться от меня. Однако вы приняли решение пойти по моим стопам, понимая, что ответы и решения всех ваших проблем находятся внутри меня. Вы всем сердцем подчинились моей воле, приняв мое слово с непоколебимой верой. Вы знаете, что не все разделяют ваш путь. Наблюдайте за окружающими. Многие, возможно, оценят мою любовь, но их сердца охладели. Они столкнулись с разочарованиями и ошибочно возлагают на меня ответственность. Однако вы другие. Теперь вы понимаете, что ваша радость и ваше будущее не зависят от других. Ваша жизнь и благословение зависят исключительно от моего обеспечения. Я призываю вас продолжать этот путь. С каждым днем вы будете становиться сильнее и выносливее. Даже те, кто когда-то выступал против тебя, спросят твоего мнения обо мне. Вас ждет еще большее благословение. Сохраняйте свою веру и будьте верными. Знай, что я с тобой каждый день. Продолжайте бороться и никогда не сдавайтесь. Я люблю тебя и открыто вознагражу твою веру. Те, кто насмехался над тобой, будут удивлены и пристыжены. Завистники, ожидавшие вашего падения, увидят заслугу доверия вашему всемогущему Небесному Отцу, который глубоко любит вас. Я видел, как ты выдержал множество испытаний, когда противники были настолько громкими, что они подорвали твою уверенность, унизили тебя и заставили плакать. Однако ваша вера осталась чистой, несмотря на эти невзгоды. Оно было усовершенствовано, превратив вашу боль в смелость, ваш страх в смелость, вашу тревогу в счастье и вашу печаль в радость. Великие благословения ждут вас на горизонте. Я печатаю эти слова в ваших сердцах, они не будут забыты. Каждое утро, когда вы просыпаетесь, эти слова будут отзываться в вашей душе. Вы больше не будете просыпаться в отчаянии и боли, вы больше не связаны, потому что ваши цепи разорваны. Любые проклятия, которые оставались в вашей жизни, теперь развеяны. Примите мое слово, поверьте ему всем своим сердцем, запомните его, запишите и сохраните в своей Библии. В начале Псалма 23 произнесите мое слово перед сном, закройте глаза и провозгласите: «Иисус, я верю в Тебя».
Ты почувствуешь мое присутствие рядом с тобой. Господь, мой пастырь, я ни в чем не буду нуждаться. Прочтите весь Псалом, это сообщение, которое я посылаю вам. Следуйте этим инструкциям, и вы откроете в себе силу, о которой никогда раньше не знали. Ты воспаришь, как орел, воспарив к вершинам веры. С этой точки зрения ожидайте новых благословений, которые я готов одарить вас. Приходи завтра, положи Библию рядом с кроватью, и рано утром я нежно разбужу тебя. Я прошепчу тебе на ухо совет и направлю тебя. Вам откроются священные слова и чудесные миссии, предназначенные только для вас. Добро пожаловать в царство сверхъестественного. Именно здесь формируется ваша истинная радость. В этом месте ты научишься кротости и смирению, и я дам тебе силу побеждать всякое зло, наступать на змей и скорпионов. Не бойтесь, ибо никакого вреда вам не будет. Я открываю дверь в мир чудес. Для меня нет ничего невозможного, а для вас все становится возможным. Твоя непоколебимая вера и непоколебимая вера в меня, даже в моменты твоей малости, тронули меня, и теперь я подниму тебя. Засушливый период закончился, начинается время сбора урожая. Ваши прошлые испытания были подготовкой к огромному благословению, которое сейчас приближается. Я слышал твои крики отчаяния. Интересно, когда это произойдет? Еще раз уверяю вас, исполнение моего обещания уже у вашей двери. Встаньте и откройте его, активируйте свою веру, выходите и встречайте свое благословение с победоносным духом. Не сосредотачивайтесь на препятствиях, не оправдывайте бездействие, не позволяйте сомнениям ослабить вашу веру. Ваши таланты и дарования вот-вот расцветут. Здесь, на земле, есть прекрасный сад, и именно здесь ты мне нужен. Ты больше, чем просто цветок, ты цветущее дерево, дающее тень всем, кто ищет моего присутствия. Я намерен использовать вас, чтобы благословить многих, выразить любовь своей семье, протянуть руку помощи тем, кто страдает. Как ты даешь? Ливень благополучия зальет ваш дом. Готовься, дочь моя, время сбора урожая близко. Почувствуйте аромат поля, спелого и готового к вашей победе. Ты среди моих избранных, я укреплю тебя, я воспитаю тебя, я устраню все недостатки и потребности из вашей жизни. Но прислушайтесь к такому совету, не уподобляйтесь тем, кто игнорирует мои слова, кто тратит свое время на пустяки, а потом обвиняет меня, когда их постигает несчастье. Они вечные жалобщики, заговорщики против праведников, завидующие благословениям, которые я дарую им. Плоды следующего урожая, ваши, пожалуйста, не посылайте других людей забирать его. Те, кто не ценит мою милость, пропустят мои дары. Спасите своих детей от тех, кто хочет их сожрать, не позволяйте измельчителю проникнуть в ваш дом. Каждое утро сделайте своим приоритетом прислушиваться к моему совету. Я дам вам мудрость, чтобы преуспеть и преуспеть во всех ваших начинаниях. Урожай ваш будет обильным, кроме того, это время в вашей жизни – подготовка к чему-то поистине великолепному, что вас ждет. Ожидайте этого и большего от вашего Небесного Отца. Ты страдаешь, тебе нужна моя помощь, моя любовь, которая окутывает и исцеляет, не осуждая, мое утешительное присутствие, которое удерживает тебя в тишине, мое внимательное ухо, которое терпеливо слушает, не прерывая.
Признайтесь мне в своем желании, ибо это правда. Твоя сила достигла предела, сейчас настало время осознать твою потребность во мне. Ты приблизился ко мне в молитве с верой и искренностью, и именно поэтому я пришел освободить тебя. Я вижу, что ты и твоя семья пересекаете бесплодную пустыню, где одиночество подрывает надежду. Ваша душа жаждет любви, несмотря на частые отказы. Идя по этому горящему пути, каждый шаг по горящим камням приносит слезы тоски. Я сочувствую вашей борьбе, трудно упорствовать в вере в то, что даже посреди этих страданий моя рука крепко держит тебя. Однако я здесь, чтобы защитить вас от тех, кто нападает на вас и причиняет вам вред. Даже если ты почувствуешь себя разбитым и усталым, я возродю твою волю к жизни, я укреплю тебя и выведу из отчаяния. Будущие поколения, окружающие вас, увидят обильные благословения, которые я изливаю на вас. Я собираюсь одеться. Я одену тебя в новую одежду и подарю тебе почетный венец. Я выпрямлю твой путь, и твой дом засияет моим великолепием. Испытания, с которыми вы сталкиваетесь сегодня, это всего лишь процесс очищения, подобно золоту, которое сияет только после того, как выдержит огонь. Вы тоже появитесь сияющими, очищенными от всего, что остается скрытым внутри вас. Уверяю тебя, дочь моя, что моя цель в воспитании тебя – не пристыдить твоих братьев, а дать тебе силу протянуть руку тем, кто споткнулся. Я призываю вас отказаться от гнева, тщеславия, страха, сомнений и неверия. Не зацикливайтесь на прошлом, ибо его тени бледнеют по сравнению с радостью, которая вас ожидает. С этого дня ищите в своей жизни большие и маленькие благословения, за которые вы можете быть благодарны. Пройди в полном осознании мои добродетели. Если вам сегодня плохо или вы сомневаетесь в своих силах, обратите внимание на мои слова. Откройте свое сердце безмятежному миру, который я предлагаю вам, и воспользуйтесь этим моментом, чтобы успокоить свой разум. Я Создатель Вселенной и приказываю бурным ветрам вокруг вас успокоиться и успокоиться. Угрожающий шепот мира больше не будет вас пугать. Пусть ваша вера останется сильной, а ваше видение ясным. Выбросьте любые достижения, которые вы считаете слабыми. Слушай меня внимательно, пойми, что только твои силы имеют предел и что тебе нужен мой совет. Объединившись со своей верой и моим всемогуществом, ты станешь неудержимым. С новыми силами ваш дух несокрушим. Примите это слово веры, и пусть ваша хрупкость исчезнет. С уверенностью заявите: «Я сильный», и с надеждой идите вперед, продолжая восхождение на гору, где я жду вас. На этой вершине могут быть реализованы ваши самые сокровенные стремления. Здесь и сейчас самое время принять мою волю и позволить мне работать в вашей жизни. С этого момента вы должны подняться обратно. Я привел тебя сюда не для того, чтобы отступить, а чтобы расправить крылья и взлететь выше. Это земля благословений, которую я приготовил для вас. С этой возвышенной точки зрения вы больше не будете жить в отчаянии. Вы больше не будете спать с тревогой или просыпаться с чувством грусти или уныния. С сегодняшнего дня вы будете жить яркой и активной жизнью веры. Каждое утро, когда солнце открывает новый день, примите решение принять счастье независимо от обстоятельств.
Не позволяйте никаким плохим новостям или переживаниям омрачить сияющую улыбку, украшающую ваше лицо. Всегда помни, что ты мой сын. Ты отдал мне все свое существо. Мой Святой Дух живет в тебе. Вы уникальны. Нет необходимости подражать действиям или словам других. Многих легко тронуть слухами, их надежды рушатся, и их охватывает страх. Но не ты, моя безграничная любовь пребывает в тебе, и твоя вера поистине великолепна. Молитвы и слова огромной силы слетают с ваших уст. Поднимитесь сейчас, ибо вы освобождены. Примите счастье и поделитесь этими словами, которым я научил вас сегодня со своей семьей. Моя любовь к тебе бесконечна. Я выведу тебя из пустыни твоей, я приведу вас к триумфу и радости, которых вы так жаждете. Я делаю это из глубокой любви к тебе, потому что ты мне дорог, у твоей жизни великая цель. Слушайте внимательно, ведь эти слова, которые вы слышите и читаете, полны истины, а не пустоты. Я понимаю, что эта ситуация принесла вам печаль, и что найти радость в повседневной жизни было непросто. В настоящее время вы сталкиваетесь с трудностями, но ваша жизнь вот-вот изменится удивительным и сверхъестественным образом. Было много дней, полных печали и непонимания, но вот ваше путешествие по этой пустыне окончено. Мир пытался затмить твое видение и поколебать твою веру, но ты, дочь моя, осталась непобежденной. Вы выдержали это долгое и тяжелое испытание, и с этого момента я буду скрашивать ваши дни. Я заставлю тебя снова улыбнуться. Все вокруг будут свидетелями того, как моя сила и мощь заметно омолодили тебя. Моя мудрость поможет вам преодолеть трудности, с которыми вы столкнулись. После этих бесплодных дней на вашем одиноком пути вы иссохли, устали и ослабли. Однако ваша вера, ваша любовь ко мне и ваша преданность своей семье дали вам силы встать на ноги и продолжать упорствовать. Вы сопротивлялись до конца, и сегодня я посылаю облака, полные особого дождя, живой воды, чтобы благословить вас, целебный бальзам для вашего сердца. Я наполняю твою душу своим духом любви. Завет, который я заключил с тобой, остается в силе. Я всегда слушаю, мое ухо внимательно прислушивается к твоему голосу. Я уделяю им все свое внимание каждый раз, когда они приходят ко мне в молитве и призывают мое святое имя. Сейчас вы вступаете в период замечательных чудес и чудес, которые затронут вас и вашу семью в награду за вашу преданность, верность и настойчивость на этом трудном пути. За то, что ты поверила в меня и доверила свою судьбу в мои руки, я не подведу тебя, потому что моя любовь к тебе безгранична, дочь моя. Будьте уверены, мои намерения по отношению к вам добры. Я исполню пожелания, которые вы выражаете. Поговори со мной еще раз, выразите свои самые сокровенные желания, а я услышу вас с небес и осуществлю самые истинные желания вашего сердца. Радуйся, дочь моя, ибо страдания твои прекратились, приближается эпоха вашей победы. Провозгласите свою веру в меня. Я тебя люблю. Когда сгущаются тени, не позволяйте своим сердцам тревожиться, ибо я с вами. Верьте в меня, и вы покорите все желания своего сердца. Если следовать с твердой верой, это будет достигнуто. В этой области вы столкнетесь с испытаниями, невзгодами, искушениями и обидами, которые направлены на то, чтобы затмить яркость моего присутствия в вашей жизни.
искушения и неопределенные пути. В суете жизни вы, возможно, заблудились в поисках мимолетных огней или радостей, надеясь, что они утолят вашу жажду или облегчат дискомфорт. Однако эти корни, которые, казалось бы, ведут к счастью, в конечном итоге ведут тебя к растерянности, исчезновению и гибели, мои возлюбленные. Я вижу, как тебя могут привлечь так называемые свободы и удовольствия этого мира. Я понимаю ваше желание открыть для себя эти эфемерные радости и погрузиться в них. Однако позвольте мне заверить вас, что это путешествие часто приводит вас в тупик или к перспективам, лишенным мира, к которому вы стремитесь. Осознайте, что удовольствие этой земли – это всего лишь тени, которые затмевают сияние вашей души, создавая пропасть между вами и тем удовлетворением, которое я представляю для вас. За каждым земным наслаждением лежит невидимая цепь, которая сковывает вашу истинную свободу, разъедает ваш внутренний покой и бросает тень на присущую вам красоту. Грех представляет собой искаженное представление о свободе, иллюзию, которая приносит мимолетное удовлетворение и в конечном итоге лишает нас истинного счастья. Не обманывайтесь этой ошибкой, ибо подлинная свобода обретается в единстве со мной, в согласии с моей волей и в богатстве моей любви. Моя дорогая, я очень хочу, чтобы ты осознала, что погоня за мимолетными радостями и желаниями этого мира подобна блужданию в царстве теней. Такие пути уводят тебя от света и тепла моих объятий, втягивая в одиночество и отделяя от изобильной жизни, которую я желаю тебе. Цена греха выходит за рамки здесь и сейчас, бросая тень на ваш дух и отдаляя вас от удовлетворения и общения, которое я предлагаю. Грех имеет высокую цену, которая может привести к затемнению внутреннего света и потере духовной жизненной силы. Однако я несу вам послание надежды. Сегодня, если вы оказались в ловушке этих земных ловушек, знайте, что я здесь с распростертыми объятиями и сердцем, полным безграничного сострадания и прощения. Я жду, когда ты сделаешь шаг вперед к свету искупления, чтобы ты смог поднять бремя, которое тяготит твою душу. Нет такой огромной преграды, которую не могла бы преодолеть моя милость, и нет такой огромной ошибки, которую моя любовь не могла бы разрешить. Вы можете чувствовать себя изолированным из-за своих решений, борясь с последствиями принятия иллюзий свободы. Может быть, стыд или сожаление удерживают тебя от того, чтобы подойти ко мне. Но послушайте мои слова, мое прощение ждет. Я с нетерпением жду твоего возвращения, готов вдохнуть спокойствие в твое сердце. Я призываю вас сегодня не откладывать этот шаг, потому что истинное покаяние открывает путь к обновлению и исцелению, как в вас, так и в наших отношениях. Будь уверен, что моя любовь к тебе останется непоколебимой. Независимо от того, как далеко ты зашел, ко мне всегда есть путь назад, путешествие к душевному спокойствию, цели и безусловной любви, которую я всегда буду испытывать к тебе, мой любимый сын. Услышь меня в этот день, я не откладываю тебя в сторону. Я приглашаю вас вернуться на путь света и истины. Я не бог проклятия, а Отец бесконечной любви, всегда готовый вывести вас из отчаяния, окутать вас своей преображающей благодатью, обещающей обновление и истинную форму свободы. Обратите свое сердце ко мне с раскаянием, и вы обнаружите, что мои руки широко раскрыты, готовые открыть вас в объятия вечной любви.
Моя дорогая дочь, я умоляю тебя выбирать мудро, всегда стремясь к пути, ведущему к свободе и праведности. Я искренне желаю, чтобы вы ощутили богатство жизни, наслаждаясь моей любовью и спокойствием. Когда привлекательность этого мира бросит на вас свою тень, помните о силе, которая находится внутри вас через мой дух и позволяет вам противостоять всем формам злонамеренности. Вы одарены способностью преодолевать отвлекающие факторы, которые предлагает этот мир. Мой дух внутри вас, ваш компас к истине. Если ты прислушаешься к его совету, мой дорогой сын, никогда не забывай, что каждое препятствие, испытание или невзгода, которые преподносит тебе этот мир, являются воротами к росту и совершенствованию твоего характера, раскрывая твою врожденную способность побеждать даже среди трудностей. Двигайся вперед, дочь моя, продолжай свое путешествие, доверяя свету моего учения, чтобы пройти сквозь тьму к будущему, полному надежды и света. Ты занимаешь несравненно важное место в моем сердце, шедевр моего творения. Вас ждет сокровищница чудесных и огромных благословений, превосходящих ваши самые смелые мечты. Я осознаю, что бывают моменты, когда разочарование и отчаяние затуманивают ваше видение, оставляя вас в тупике и на грани отказа от своих стремлений. Эти чувства происходят из-за колеблющейся веры в меня. Ваше сердце отклонилось от моих учений и попало в ловушку забот мира. Очень важно, чтобы вы поняли, что эти благословения проявятся, когда вы полностью доверяете мне и находите радость в моих учениях. Тогда ты будешь как дерево, посаженное при текущих водах, плодоносное во время свое, листва его вечно зеленая даже в засуху, беспокойство не будет мучить вас, и вы продолжите процветать. В этот прекрасный день, который я даровал тебе, пусть мои слова придадут смелости твоему сердцу. Обнимите их, и они вселят в вас смелость, энергию и оптимизм. Это послание изменит ваше настоящее и многообещающе осветит ваше будущее, потому что я знаю все ваши грани. Я чувствую ваши эмоции, и мне близка каждая мысль и чувство. Я осознаю вашу боль и разочарование, которое тяготит ваш дух. Я понимаю, что были времена, когда мы чувствовали себя брошенными, испытывая искушение поверить, что все потеряно. Однако я здесь, чтобы заверить вас в обратном. Не поддавайтесь лжи противника, призванной разрушить и разрушить ваши мечты. Отбросьте всю ложь и обман, проникшие в ваше существо. Извергни всякий злой план во имя мое, знай, что я с тобой, мои возлюбленные, чтобы подтвердить, что сейчас не время сдаваться или сдаваться. Ваше путешествие далеко от завершения. Вы должны двигаться вперед, не бойтесь, ведь сегодня я вдыхаю в вас веру, силу и мужество. Сегодня я вдохновляю вас новой энергией, столь же стойкой, как могучий буйвол, позволяя вам снова стоять прямо. Ваша основная задача – возобновить вашу полную уверенность и предвкушение истин, изложенных мною. Ибо каждое слово, которое я сказал, непременно сбудется, вы скоро увидите силу и славу, которые я вливаю в вашу жизнь. Сущность моей цели откроется в тебе. Не позволяйте себе сбить с толку узкую перспективу ваших чувств, которая приносит вам только печаль и смятение. Еще раз окажите мне полное доверие. Откройте глаза своей веры и начните видеть все чудеса, которые я уже сотворил для вас. Благословения, которые я тщательно подготовил для вашего путешествия, вот-вот раскроются.
Поэтому доверьтесь мне всем своим сердцем за пределами вашего собственного понимания. Перестаньте зависеть от людей и закрепите свою веру и надежду только на мне одном, ибо только у меня есть сила возродить погибшее. Только я обладаю способностью открывать пути там, где кажется, что их нет. Говорите слова благословения сейчас, станьте свидетелем раскрытия моей благодати во всех аспектах вашей жизни. Даже посреди невзгод пусть ваш голос резонирует с моей истиной, ибо она принесет обильные плоды. Давайте помнить, что подлинная вера закаляется в горниле испытаний. Поэтому говори сейчас мою правду и твердо придерживайся моих заверений. Возьми меня за руку, зная однозначно, что ты преодолеешь все препятствия. Ваша вера будет проверена и очищена, как драгоценное золото. Будьте уверены в моей лояльности. Я сдержу все свои обещания, данные тебе. Тогда вы станете свидетелем плода своих стремлений, потому что я никогда не бросаю тех, кто мне доверяет. Вставай, любимый мой, приди в мое убежище, возлюбленный. Перестаньте пытаться контролировать все самостоятельно. Иди ко мне, положи свои планы к моим ногам. Откажитесь от своих амбиций и мечтаний, надеясь, что все, что доверено мне, будет процветать. Помните глубокую истину, коренящуюся в моем учении: «Я — лоза, вы — ветви». Пребывающий во мне, и я в них, принесет обильный плод. Без меня вы не сможете добиться ничего важного в долгосрочной перспективе. Сегодня я искренне приглашаю тебя, мой любимый сын, возобновить свое доверие ко мне. Живи недалеко от тепла моего присутствия, примите мои заверения с непоколебимой решимостью. Пусть мои слова слетят с ваших уст с убежденностью, ибо в этом ключ к успеху во всех ваших начинаниях. Под моим руководством ваше путешествие к своему божественному предназначению не только ускорится, но и обогатится безмерно. Сделайте своей твердой миссией постоянно искать мое лицо. В спокойствии рассвета и ночной тишине вы увидите, как он тщательно согласовывает детали своей жизни. Вас окутает поток благословений и изобилия, свидетельства моего обещания, превосходящие всякое человеческое понимание. То, что Бог приготовил для любящих Его, превосходит воображение смертных. Откройте широко глаза веры, приготовьтесь воспринимать благословения, которые вливаются в ваше существование. Встаньте сейчас и провозгласите благословение на свою жизнь. Смотри, как все вокруг тебя начинает отражать глубину моей любви и широту моей благодати. Для тех, кто осмелится довериться моей силе и моей любви, нет пределов тому, чего можно достичь. Я призываю вас к более глубокому общению со мной, чтобы погрузиться в мое присутствие, где происходят настоящие чудеса. Совместите свое сердце и свою волю с моей и поразмыслите над необычайными планами, которые я приготовил для вас. Планы, которые принесут вам процветание, а не причинят вам вред. Планы, которые дадут вам надежду и будущее. Пусть ваша вера будет светом, который проведет вас сквозь тени сомнений и страха. Пусть это продвигает вас вперед, даже когда путь впереди кажется темным. В моей совершенной любви страх не находит прибежища, в моей безграничной мудрости руководство ждет каждого вашего шага. Поднимись же, дочь моя, с духом, укрепленным верой, готовая представить свои планы перед моим алтарем.
Откажитесь от каждой мечты, всех амбиций и чудес, пока я трансформирую их, умножая их потенциал за пределы вашего самого смелого воображения. Поверьте, что все, что вы доверите мне, будет не только расти, но и процветать. В моих руках твоя жизнь развернется чудесным и великолепным образом, открывая миру безграничные возможности, открывающиеся верой в меня. Аминь.